Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске: Новосибирск, Калуга, Магадан, далее везде. Полоса выборного отчуждения для российской оппозиции. Кому не угодило ОБСЕ в Украине? Возле здания миссии жгут машины и проводят митинги. И годится ли нормандский формат для российско-украинских газовых переговоров? Обо всем этом говорим с очевидцами событий, активистами и аналитиками. Гости нашего эфира сегодня политолог Ариэль Коэн и российские оппозиционные активисты Егор Савин и Наталья Пелевина. В середине сентября в России единый день голосования. В стране будут выбирать глав субъектов федерации и депутатов законодательных органов. Российская оппозиционная демократическая коалиция, следуя народной мудрости, решила готовить сани летом и заявила о намерении принять в выборах участие. Оппозиционные сани в многотравье российских регионов, впрочем, несколько забуксовали, не без посторонней помощи. В ряде областей, в частности в Новосибирской, Магаданской и Калужской, был дан отказ в регистрации списка демократов на выборах. Сейчас за моей спиной карта нарушений на выборах 2015, созданной организацией «Голос». География нарушений в период выдвижения кандидатов и агитационный период, как, в общем, это очевидно, обширная. Сайт работает по принципу краудсорсинга. Сообщения о нарушениях поступают непосредственно от избирателей. После отказа в регистрации российские оппозиционеры, объединившиеся для участия в выборах на базе партии «Парнас», обратились в Центр избирком России с жалобами. За этим последовала голодовка активистов в Новосибирске. И вот, о чудо! В пятницу стало известно, что Центр избирком России отменил решение о снятии партии «Парнас» с выборов в Костромской области, где список партии возглавляет оппозиционный политик Илья Яшин. И о том, почему и в какую сторону тронулся лед, мы поговорим с непосредственным участником событий. Одним из голодавших в Новосибирске активистов Егором Савиным. Он сейчас у нас на связи по скайпу. Егор, приветствую вас. Итак, вот последние новости. Давайте начнем с ним. То, что произошло в Костроме, означает, что ваша голодовка и потом последовавший за ней народный исход, фотографии из которого нам любезно были предоставлены Виктором Дмитриевым из Новосибирска, являются знаком того, что власти услышали, отреагировали и будут готовы пересмотреть свой подход к участию оппозиции в выборах. Добрый день. Конечно, то, что мы смогли создать давление на власть, то, что мы объявили голодовку, привлекли внимание к нашему бесцеремонному, незаконному снятию, то, что мы успешно провели сход граждан, это очевидно повлияло на власть, и они решили зарегистрировать хотя бы в одном регионе. Если бы мы просто промолчали, то никакой бы регистрации не было бы нигде. Егор, ну вот в середине недели вашего соголодавшего, если так можно сказать, Леонида Волкова вызвали в Следственное управление в качестве подозреваемого по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности журналиста. Дело возбудили по заявлению сотрудника Life News, которому Волков ранее якобы сломал микрофон. Это, на ваш взгляд, изолированный инцидент, как принято говорить, или часть каких-то объемных контрмер или кампания против оппозиционеров? Я уверен, что это кампания против оппозиционеров, которая идет сейчас по всем фронтам. Я только сам за последние 10 дней 3 раза давал показания в Следственном комитете. Наших всех сборщиков вызвали в Следственный комитет для дачи показаний, в том числе и тех, которые приехали из других регионов помогать нам. Это специально направленная кампания по давлению на оппозиционеров. Вот. Буквально недавно в Новосибирске избили главного редактора интернет-портала прямо в студии. И почему-то не возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов. Вот. А в случае с Волковым почему-то возбудили. Хотя есть видео, и там очевидно, что Волков там совершенно ни при чем. Егор, ну вот скажите, пожалуйста, если мы сведем воедино эти новости последней недели, с одной стороны мы имеем возбуждение уголовного дела, с другой стороны новости из Костромы, о которых мы уже упомянули. А как вы считаете, если сейчас будет ослаблено это давление, оппозицию хотя бы вот в одном месте допустят на выборы, это давление на вас в то же время ослабнет или нет? Я думаю, что давление ослабнет уже после выборов. Сейчас оно только будет нарастать.
особенно в преддверии дня выборов, оно будет возрастать в Костроме. Я думаю, что оно будет возрастать у меня. Я баллотируюсь в качестве одномандатника в Бердске, также законодательное собрание Новосибирской области, где меня зарегистрировали. И это чувствуется. Вот. Буквально недавно обливали мою машину. Вот, и я думаю, что чем ближе выборы, тем сильнее будет давление. Егор, а продолжать вы намерены? Да, я намерен дойти до дня голосования и занять там достойный результат. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Егор Савин выходил к нам на связь по скайпу из Новосибирска. Сейчас на очереди Москва. Наталья Пелевина, член Федерального политсовета партии «Парнас», также связывается с нами по скайпу. Итак, Наташа, мы начали говорить об уголовном деле, которое было возбуждено против Леонида Волкова, но еще накануне, 27 июля, в Костроме арестовали члена бюро Парнаса Андрея Пивоварова. Я вот сейчас прочитаю: по обвинениям в неправомерном доступе к охраняемым законом компьютерной информации и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Центр «Мемориал», надо сказать, уже Пивоварова признал политическим заключенным. И вот неожиданная новость: регистрация Парнаса в Костромской области. Как вы считаете, это повлияет на судьбу Пивоварова? Я думаю, что скорее сегодняшняя ситуация с Андреем Пивоваровым повлияет на судьбу выборов в Костроме. Я думаю, что одна из причин, почему у нас эта регистрация сегодня есть, это то, что заранее запланировано уже через Андрея Пивоварова влиять на проведение вот этой кампании предвыборной. То есть, конечно, оппоненты будут использовать тот факт, что Андрей Пивоваров находится вот по этим обвинениям, которые вы озвучили, в следственном изоляторе. Соответственно, он преступник, так будут говорить оппоненты. Естественно, никто погружаться в правоту этих обвинений, скорее всего, не будет, действительно не будет. Поэтому, собственно, шансы таким образом у нашей компании там снижаются, будем так говорить. В этой связи, я думаю, это одна из причин, почему у нас регистрация сейчас там. Вторая причина — это то, что мы собирались здесь в Москве в середине сентября, в день голосования, проводить большую акцию. Вот таким образом сейчас, наверное, такую акцию уже проводить мы не станем, потому что это немножко непредметно становится. Наташа, ну вот продолжая эту костромскую тему, а вообще чем вы объясняете такое смягчение позиции после того, как в ход были пущены жесткие меры по недопущению представителей оппозиции на выборы? Сейчас вот открылась такая, я даже не знаю, можно ли так сказать, лазейка или возможность. Ну вот, как я уже начала говорить, я думаю, что это отчасти связано с тем, что мы планировали большую акцию на сентябрь месяц, на день голосования, в середине сентября провести в Москве, именно в знак протеста против недопуска нашего в этих выборах. Поэтому, собственно, я думаю, что это одна из причин разрядить вот это наше желание собрать опять и вывести народ. Вот в этой связи было принято решение все-таки в Костроме в одном месте, в одном регионе список зарегистрировать. Я связываю это с этим. Плюс, как я уже сказала, я думаю, что они считают, что в связи, в частности, с тем, что Андрей находится в следственном изоляторе, что шансов списка там не очень много. Наташ, но хочется узнать вообще о планах Парнаса, потому что новости приходят разные. Каждый день меняется ситуация. Что будет происходить с этими выборами? Есть ли четкий план? Потому что ведь звучали призывы о бойкоте выборов, когда еще не было известно о допущении к регистрации, к участию в выборах. Что будет теперь, вот на данный момент? Конечно, мы будем участвовать в кампаниях, которые ведутся и дальше будут вестись и в Костроме, и вот Егор Савин был сейчас на связи в Новосибирске. Конечно, будем участвовать, конечно, мы будем рассчитывать, надеяться на хороший результат, потому что это то, чего мы будем добиваться. Конечно, ни о каком бойкоте сейчас речи нет, потому что все-таки в одном месте наш список на выборы идет, поэтому, собственно, будем вкладывать все возможные усилия в том, чтобы наши результаты были максимально хорошими, конечно. Наташа, а что вы называете хорошим результатом? Ну, наиболее высокий процент, собственно говоря. Естественно, здесь наивно полагать, что мы сможем сразу пройти в законодательный орган, особенно учитывая все то противодействие, которое существует и будет существовать, и будет продолжаться и во время кампании, и в день выборов оно будет продолжаться.
говорить, что мы рассчитываем 100% только на победу, но я не буду, я не наивный человек, и считаю, что все остальные, кто слушает и смотрит, тоже не наивные люди, кто знает, какая ситуация в оппозиции сейчас в России. Поэтому просто максимально хорошо себя проявить. Естественно, наблюдение на выборах – это обязательный тоже компонент, потому что хотим, чтобы результаты были честными и для самих себя, и для избирателей, чтобы знать действительно, сколько у нас поддержки, даже при всех тех факторах, которые я упомянула. Спасибо большое, Наташа. Я напоминаю, что Наталья Пелевина выходила к нам на связь из Москвы. Продолжаем наш выпуск. В прошедшее воскресенье на автомобильной стоянке перед резиденцией ОБСЕ в Донецке вспыхнул пожар. Горели автомобили, принадлежащие миссии, сгорело в итоге 4 машины. Расследование инцидента продолжается. Представители организации заявили, что кто-то таким образом пытается помешать деятельности миссии ОБСЕ в Украине. Накануне этого эфира мы беседовали по скайпу с заместителем главы мониторинговой миссии организации Александром Хагом. Он подтвердил, что инцидент, кем бы он ни был спровоцирован, временно ограничил возможности наблюдателей по эффективному осуществлению мониторинга. А также Александр Хаг прокомментировал предшествовавшее поджогу проведение в Донецке акции протеста, в ходе которой митингующие обвинили наблюдателей в необъективном освещении конфликта. Позвольте мне начать с уточнения. Эти мирные жители, особенно находящиеся в Донецке, вот уже 15 месяцев живут под непрекращающейся бомбежкой. Я полностью разделяю и понимаю их обеспокоенность по поводу того, что будет происходить дальше. Эта ситуация дает благодатную почву для организации протестов, подобных тому, что прошел в Донецке. Похожие митинги прошли в Луганске, а также в контролируемых правительством Украины городах, таких как Мариуполь. Мы не имеем ничего против мирных демонстраций. Люди свободны в том, чтобы выражать свое недовольство. Его они выражали не только по поводу объективности нашей работы, но и по поводу войны в целом. Мы понимаем эту обеспокоенность, но, конечно, являемся неправильным адресатом. Нас уполномочили наблюдать за тем, как стороны, сепаратисты и правительственные войска выполняют взятые на себя обязательства остановить военные действия. Мы со своей стороны выполняем взятые на себя обязательства. Теперь стороны должны выполнить свои. Причиной раздражения и возмущения мирного населения является и то, что стороны не прекращают огонь. Последние дни являются ярким примером того, что уровень напряженности действительно вырос. Я также спросила у Александра Хага об обострении ситуации в зоне боевых действий за последнюю неделю. С воскресенья уровень напряженности действительно увеличился, особенно в южной части Донецкой области, на линии соприкосновения между Донецком и Мариуполем. Новые точки напряжения возникли в тех местах, где обе стороны применяют тяжелые вооружения. Обе стороны признались в использовании тяжелых вооружений, и мы наблюдаем последствия. Мы уже сообщили об этом и будем предоставлять дополнительную информацию. Накануне для наблюдения мы также использовали наши дистанционно управляемые устройства, но непрекращающийся огонь не позволил сделать снимки высокого качества. Мы также продолжаем направлять в район боевых действий наблюдательные миссии. У нас нет намерения прекращать работу в точках напряжения. Однако в сложившейся ситуации для невооруженной наблюдательной миссии очень тяжело вплотную приблизиться к опасной зоне прямых столкновений. Это был заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг в эфире программы «Настоящее время. Итоги». И в продолжение темы, в середине недели президент Украины Петр Порошенко призвал привлечь к процессу деэскалации конфликта на Востоке представителей миротворческих сил. Миссия ОБСЕ является жизненно важной для нас, но этого недостаточно. Именно по этой причине мы считаем, что необходимо располагать миротворческими силами, подчеркнул Порошенко после сообщения об эскалации конфликта. Представители Евросоюза, в свою очередь, уже заявили о том, что происходящее ставит под угрозу выполнение Минских соглашений. Они, то есть Минские соглашения, напомню, разрабатывались в так называемом нормандском формате с участием высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции. Минские соглашения со времени их заключения неоднократно подвергали критике. Однако уже сейчас звучат высказывания о том, что именно нормандский формат может облегчить достижение договоренности между Россией и Украиной на другом фронте – энергетическом. В начале недели министр энергетики Украины Владимир Демчишин заявил, что Россия, Украина и Евросоюз проведут в конце августа в Вене трехсторонние переговоры о поставках газа. ЕС, как известно, выступает посредником в решении газового конфликта между Россией и Украиной, которому пока
невооруженным взглядом не видно ни конца, ни края. Для того, чтобы разобраться в этой проблеме, мы решили воспользоваться вооруженным взглядом специалиста и пригласили в нашу студию Ариэля Коэна, старшего эксперта Атлантического совета, директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики в Вашингтоне. Ариэль, приветствую вас. И давайте начнем с обсуждения того, что новый раунд переговоров намечен на конец месяца. А как вы думаете, чего будет реалистично достичь в ходе этих переговоров и чего бы, может быть, было достичь идеально для России и Украины? Ну, прежде всего, вопрос упирается в деньги, как всегда. Россия и Украина грызутся из-за финансирования закупок газа Украиной в России у «Газпрома» с 90-х годов. Так что ничего тут нового нет. Евросоюзу очень важно, чтобы газ проходил через Украину. У России не хватает мощностей для прокачки газа вокруг, в обход Украины. Есть Nord Stream, это газопровод через Балтийское море. Северный поток. Северный поток. И есть, был газопровод, был проект газопровода Южный поток, который благополучно схлопнулся. Поэтому через Украину должен идти газ, а, в Европу, и, б, для Украины. Украина имеет на самом деле колоссальный ресурс, потому что у нее очень энергетически неэффективная промышленность, и чем больше они будут повышать энергоэффективность своей промышленности, тем меньше газа они будут покупать. Но самая большая проблема для «Газпрома» и для России — то, что у Украины нет денег. Это большая проблема для украинцев тоже. И поэтому гарантии за оплату этого купленного газа — это самое главное, чего хотят достичь высокие договаривающие стороны. А именно, что если, допустим, Украина из 40 миллиардов кубов, которые она закупает ежегодно, потребляет газа, порядка 20% она сама производит, значит, там сколько остается, она должна в России покупать более 20 миллиардов кубов газа. Это большие деньги. Если Европа будет это гарантировать, Франция, Германия, Евросоюз, то тогда, естественно, «Газпром» будет продавать. Если они не будут этого гарантировать, тогда перед Киевом возникает очень острый вопрос. А каким образом мы будем покупать этот газ? Откуда возьмутся деньги? Ариэль, ну вот интересно, что было это предложение по поводу проведения переговоров в нормандском формате. Еврокомиссар по энергетике внес это предложение. Как вы оцениваете, ну, собственно, это предложение и перспективу нормандского формата? Ну, прежде всего, если еврокомиссар по энергии такое предложение вносит, это значит, что происходит эскалация наверх. То есть вы идете и говорите: дядя, помогите. Значит, нужны ресурсы госпожи Меркель, Франсуа Олланда и других товарищей для того, чтобы обеспечить платеж. Если этих ресурсов не будет, опять же, Россия может сказать: господа, мы не можем за бесплатно продолжать поставлять Украине газ. Украина находится на грани банкротства. То есть вопрос в деньгах в данном случае, которые, может быть, могут... Вопрос в деньгах, и вопрос в том, что Украина всегда до последнего торгуется. Они страшно любят говорить «нет», и в конце концов говорят «да». И те цены, которые сейчас предлагают, $250 за 1000 кубических метров, это цена не низкая, но и невысокая, скажем так. То есть я думаю, что украинцы хотят цену в $200 за 1000 кубов, и, может быть, посерединке где-то устаканится на 230, но это уже мои домыслы и спекуляции. Вот этот вот промежуток между $200 и $250 это реалистично. Ну вот, насколько я понимаю, Украина говорит о том, что скидок предоставляемых недостаточно, поскольку цена все равно превышает цены реверсной поставки из Европы. Но если превышает, то, пожалуйста, карту вам в руки, покупайте из Европы, все. Возникает вопрос, насколько правомерно с реалистической точки зрения ожидать от России того, что скидки будут даны? Вообще России насколько выгодно дать эти скидки? Смотрите, сейчас? Тут говорят так, что и теленок хочет сосать, и корова хочет давать молоко. У России происходит очень серьезный спад в продаже газа из-за того, что европейцы покупают меньше. По причинам, о которых мы поговорим в другой раз. Раз они покупают меньше, а у России нужно этот газ все равно куда-то продавать, вот, пожалуйста, Украина, есть деньги, забирайте газ. Да, выше запрошенная цена, это переговоры. Скорее всего, цена все-таки не будет 250, она будет
чуть пониже. Вот я сказал, в промежутке между 250, но России абсолютно необходимо обеспечивать себе свой сектор рынка в Украине, иначе Украина, как вы заметили правильно, Юлия, будет обращаться к европейцам, может быть, даже будет покупать сжиженный газ у Катара. Катар, например, сейчас очень сильно снижает цены для того, чтобы обеспечить себе рынки в Европе. И вот этот газ, если он доходит до терминалов сжиженного газа в Европе, и потом они находят способ его перекачать по так называемым интерконнекторам, коротеньким трубкам, которые будут вести с запада на восток. Вот если они это сделают через Венгрию, через Словакию, через другие страны, они тогда могут еще меньше газа покупать в России. То есть получается, что несмотря на геополитические проблемы, обе стороны заинтересованы в том, чтобы договориться. Ну в этом же весь абсурд. Ну как можно, с одной стороны, иметь уже давно существующую, достаточно отлаженную систему продаж газа на Запад из России, а с другой стороны, все это как слон в посудной лавке рушить через войну на востоке Украины. Это абсурд. Ну, и еще я хотела бы затронуть здесь позицию ЕС, потому что у Европы есть тоже свой интерес. Европа хочет не мерзнуть зимой. И сейчас вот в этом формате, это вопрос формата уже, Европа является вот таким вот посредником. Но, насколько я понимаю, договоренность уже о транзите через территорию Украины достигнута, и о поставках со стороны России тоже достигнута. То есть Европа вроде бы себе обеспечила, ну, не холодную зиму, может быть, да? Первый вопрос, насколько она себе ее обеспечила, и второй, насколько вероятно то, что Европа сейчас отойдет от активной роли вот в этих переговорах, просто потому что свои проблемы она решила. Я не считаю, что Европа, опять же, Европа это понятие очень расплывчатое. И Германия, и Франция, и Еврокомиссия хотят продолжать играть важную роль в газовой войне между Украиной и Россией, ну не войне, скажем, в спорах в этих, для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Даже если в эту зиму они договорились, и если они закачали себя в газохранилище столько, сколько им нужно, на месяц, кто-то на 2 месяца, закачивает себе газ. Летом, готовь летом сани. Сани, как и российская оппозиция, ранее мы об этом говорили. Вот. И все равно Европа должна покупать этот газ не только в России, и я вижу стратегическую направленность того, что Европа будет покупать больше и больше газа. И из Каспия, из Азербайджана, и из Ирана, когда Иран откроется, и из Северной Африки, и сжиженный газ. Так что то, что мы имеем на сегодняшний день, около трети, 27% европейского газа приходит из России. Я думаю, что в течение 5 лет мы увидим, что это будет не 27, а 20, а потом, может быть, еще меньше. Так что Россия вот этим вот нахрапом, который у нее был, когда цены были высокие, войной в Украине, она, та самая унтер-офицерская вдова, которая себя высекла. Она ухудшила свое положение как надежный поставщик газа в Европу, и европейцы потихонечку начинают от российского источника газа отползать. Спасибо большое, Ариэль. Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики в Вашингтоне, был у нас сегодня в гостях. Это все, на что нам хватило времени сегодня для того, чтобы подвести итоги недели 15 августа. Полоса выборного отчуждения для российской оппозиции, кому не угодило ОБСЕ в Украине и годится ли нормандский формат для российско-украинских газовых переговоров. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Этот эфир из Вашингтона для вас провела я, Юлия Савченко. Всего вам доброго и до новых встреч.